Я занимаюсь пошивом мужских брюк экстра-класса. Это имеется в виду качество и сборка материала. Что сегодня у нас на повестке дня? Сегодня на повестке дня раскрой и дублирование деталей. И если успею, возможно, частичная сборка. Я выкроила уже основные детали, то есть это передние половинки и задние, и теперь мне осталось подкроить маленькие детали. Так как у нас ткань в клетку, нам нужна большая точность, потому что клетка должна совместиться по низу бокового шва. Чем дороже ткань, тем деликатнее с ней надо работать. Сколько стоит такая ткань? Эта ткань стоит 4200 за метр. Мне нравится Dior и McQueen. Почему Dior? Потому что у него женственные силуэты, но при этом это все не вычурно, как, например, у Versace. Делали ли вы когда-то изделия, да, не просто вот какого-то классического покроя, а может быть, с какими-то дизайнерскими решениями, фэшн какая-то? Да, конечно. Обычно такие задания бывают на Евроскиллс. Мы с моей напарницей участвовали в 2018 году на Европе, и на Евроскиллс именно с креативом связано задание, с дизайном, с креативом. Там мы разрабатываем коллекцию, презентуем и рассказываем жюри концепцию вообще своей идеи. И дальше одно из этих изделий, которое либо выбирает жюри, либо ты сам выбираешь, все зависит от задания, ты изготавливаешь во время соревнований. Что у вас было? Там был плащ. Бывало такое, что русскоговорящие наши соотечественники подходили, и они не понимали, что нельзя разговаривать, что соревнования. Они просто кричали: Эвелина, посмотри на меня! Россия, привет! Ну посмотри, а что ты делаешь? Расскажи, покажи. А я не могу контактировать со зрителем. Есть у нас одно из заданий, которое называется «Складывание текстильных салфеток». Нам дается на это 10-15 минут. Это у нас Айгуль, компетенция ресторанный сервис. Первая салфетка называется смокинг. Мы, получается, начинаем сначала складывать в треугольник. Хорошенько проглаживаем салфетку именно тыльной стороной ладони. Должны быть четкие складки, тоже есть такой критерий. На первый взгляд людям может показаться, что сервировка не столь важна, что это какие-то мелочи, но при этом, когда они присаживаются за стол перед трапезой и начинают замечать, как аккуратно и красиво засервирован стол, как красиво, хорошо сложены текстильные салфетки, как они между собой сочетаются, создают некую гармонию, им сразу становится как-то приятно и поднимается настроение. Здравствуйте, меня зовут Галю Лимблат. Сегодня я покажу, как сделать мини-скворечник для поставки для авторучек. Сначала будем делать передние и задние стенки скворечника у нас размером и длиной 15 сантиметров. Мы размещаем 15 сантиметров. И на чемпионатах у нас вот эти все ровности проверяются на криво. У меня криво, да? Да. Да. То есть это для детей вот такая Да. вот, типа сувенирная Продукция, да. Да. Положил. Каркас обычно несложный. Все страны и все регионы здесь в России тоже выполняют. А вот четвертый это завершающий вид. Но здесь сложного нет, но главное надо успеть. Но иногда участники собирают первый, второй и третий модуль, на четвертый времени не остается у них. Здесь примерно 18 грамм.
Вообще на чемпионате стучать запрещено, но в реальной жизни это очень часто используется. Когда начинается конкурсный день, и что было в первый день, я разбила бокал, как только начала его натирать. И тогда я себе сказала, что надо собраться. Мне принесли новый бокал, и уже после этого момента уже все пошло как надо. Опыт в чемпионате – это такой большой вклад в свою жизнь. То есть ты развиваешься не развиваешь не только свои навыки, но и себя в первую очередь, свою стрессоустойчивость, свои личностные качества. Ты знакомишься с большим количеством людей, которые в свою очередь вкладываются в тебя, рассказывают тебе о своем опыте, поддержка, опять же. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней.